Надо будет сказать мне. Вот. И пятый вопрос. Вашу маму зовут Камила? Тоже вот, понятно, да? Ага, вот, Аннансен, вот я попрошу первую часть, после вот мы часть конца, я попрошу следующую половину нашего собеседования не снимать. Почему? Потому что вопросы будут касаться лично Ландыш, ее детства, ее взаимоотношений с родителями. Я-то, будучи полиграфологом, подписал договор о нераспространении конфиденциальной информации, поэтому я хочу, чтобы это без видеосъемок все это проходило между нами двоими. То есть вы, пожалуйста, не прослушивайте наш разговор, отойдите, чтобы она вас визуально не наблюдала, ладно? Вот. А когда уже мы перейдем к нашим основным вопросам касательно медиа, да, вот это, я вас могу пригласить, вы можете присутствовать. Ну, опять-таки, вот как сейчас, перед ней не нужно вот так сидеть, чтобы она вас не наблюдала, ладно? Вот, пожалуйста, по краям садитесь, ну, чтобы она вас не видела. Вот у меня такая просьба будет. Договорились? Давайте. Сейчас я вам объясню. Как я уже говорю, задаю вопрос. Вы отвечаете да или нет. Но при этом, как вот сейчас, качать головой не нужно. Пожалуйста, исключите любой телодвижение. Я задаю вопрос, вы отвечаете или да, или нет, ждем определенное количество времени. Задаю второй вопрос, вы отвечаете дальше. То есть конвейером мы должны наши сложные вопросы ставить. Это первый блок, который по поводу собственного имени, когда вы слышите имя, вам лишь надо быть солдат. Пожалуйста, в ходе обследования по сторонам не оглядывайтесь, смотрите строго перед собой, глаза не закрывайте, дышите ровно. И, как я уже говорил, исключите, пожалуйста, любое телодвижение. Хорошо? Вопрос есть? Готово? Пожалуйста, глубокий вдох и выдох. Разойдитесь. Вы сидите сейчас на стуле? Да. Вас зовут Борис, да? Нет. Вы меня хорошо слышите? Да. Могу погромче? Нет. Вас зовут Алия? Нет. Вас зовут Ландыш? Нет.
Илья. Нет. Вас зовут Азария? Нет. Благодарю вас. Вот первую часть мы с вами прошли. Как самочувствие? Хорошо. Мама, ладно? Продолжим? Да. Сейчас, как вы слышите, имя мамы, надо будет солдат. Вы сидите сейчас на стуле? Да. Вашу маму зовут Роза? Нет. Вашу маму зовут Найля? Нет. Вашу маму зовут Рамзия? Вашу маму зовут Фердаус? Нет. Вашу маму зовут Камила? Нет. Благодарю вас. И второй час закончили. В дальнейшем вам ругать не нужно. Вот я вам сейчас специально продемонстрирую, что произошло, когда вы солгали. Когда я спросил, как вас зовут Ламбер, что вы понимали? Чуть нельзя. Вот обратите внимание. Вот первый канал, второй канал, третий, четвертый, пятый, и здесь. Вот смотрите, видите вот амплитуду? Вас зовут Ламбер, вот он, третий вопрос. Амплитуда куда ушла? Давление скакнуло. Это организм на данную ложь среагировал. То есть, как это все работает. Вроде хотя никаких последствий за это нет, но тем не менее организм, кроме правды, ничего не знает. А сами мы все что угодно можем о себе рассказать, правильно? Да. Сейчас только правда. Но прежде чем приступить к нашим следующим вопросам, я попрошу вас не подслушивать наши, потому что конфиденциально сейчас пойдет. Пожалуйста, ладно? Я вас потом приглашу.